В России сегодня отмечают День работников гражданской авиации. Почти 100 лет назад они поверили в то, что мечта о покорении неба может стать реальностью, и теперь летают даже в самые удаленные уголки нашей страны. История авиации в Коми насчитывает немало интересных страниц и персоналей. Пообщалась с теми, кто провел тысячи часов в небе. Ксения Лосева. Салон самолета Ан-24. Через несколько часов он отправится в Воркуту. На борту уже идут приготовления к полету. Ну а пока давайте заглянем в святую святых – кабину воздушного судна. На панели управления десятки датчиков, приборов и кнопок. В них Михаил Попов ориентируется чуть ли не с закрытыми глазами. За спиной почти 16 тысяч часов общего налета и самые разные аэропорты, города и страны. Впрочем, небо. Для всех одно, делится командир воздушного судна. Именно о нем, таком безграничном и вдохновляющем, он грезил еще будучи мальчишкой. Мечта сбылась почти 40 лет назад. Свои ощущения от первого полета Михаил Альбертович помнит до сих пор. Оторваться от земли, когда управляешь воздушным судном самостоятельно, а справа сидит не пилот-инструктор, а такой же курсант. Это довольно здорово и почетно, я бы сказал, чтобы выдержать все параметры полета, чтобы произвести взлет и посадку, не подведя своего учителя, наставника, инструктора. Из курсанта, влюбленного в небо, в настоящего профессионала своего дела. В авиации нет случайных людей, говорят здесь. За общепринятой романтикой профессии стоят годы учебы и тренировок, постоянное повышение квалификации, работа над собой и колоссальная ответственность за каждое принятое решение. В самолете есть штурвал для управления в продольном поперечном канале. При взятии штурвала на себя самолет летит вверх. При отдаче штурвала от себя самолет летит вниз. Удивительно, но первый самолет в Коми приземлился отнюдь не на посадочную полосу, на воду. Гидроплан прилетел в 1925-м и тут же собрал вокруг себя чуть ли не всех жителей Усть-Сысольска. Для многих отдаленных населенных пунктов нашей необъятной республики авиация многие годы была практически единственным способом добраться из пункта А в пункт Б. Только в 70-е и 80-е годы самолеты и вертолеты перевозили до 2,5 миллионов пассажиров в год. У нас в Коми республике выбрали регион специально с такими метеорологическими условиями, близких, так сказать, к экстремальным. Вот испытывали здесь и вертолет Ми-8Т. И потом только в Советском Союзе стал эксплуатироваться. То есть мы этим гордимся, мы это чтим, и как бы вот до сих пор мы сохраняем все основы еще советской авиации. Как нас научили, так и мы учим следующее поколение. В кабине во время полета находятся 3 человека. Командир воздушного судна, второй пилот и механик. А еще есть бортпроводники. По небу самолет ведут диспетчеры, а перед рейсом и после воздушное судно осматривают наземные службы. Не коллеги, а одна большая команда и даже семья, которую, конечно, объединяют профессионализм и безусловная любовь к своему делу. Причем чувство это настолько сильное, признаются здесь, что окрыляет каждый день и помогает поднимать многотонные железные птицы в небо. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган.